Утром 10 июня по адресу улицы Закива-Лиди, 27 произошло обрушение ветхого нежилого здания, демонтаж которого осуществлялся в рамках программы переселения горожан из аварийного жилья. Обломками оказался завален тротуар, пролегающий в непосредственной близости к дому. К счастью, никто из прохожих в результате чрезвычайного происшествия не пострадал. Однако произошедший инцидент заставил всерьез обеспокоиться общественность нашего города. Сегодня в Сибае насчитывается 11 подобных аварийных объектов. Эти здания находятся в полуразрушенном состоянии, с обвалившейся кровлей и нарушениями в несущей конструкции, которые представляют реальную опасность для простых обывателей. О причинах, которые привели к такому скоплению аварийных объектов, и способах ликвидации данной проблемы нам рассказала Ишменева Наталья Николаевна, начальник отдела промышленности, строительства, транспорта и связи города Сибай. До 2015 года у нас, не было ситуации такой, не складывалась такая ситуация по сносу жилья в связи с тем, что программа с 9 по 17 годы, эти земельные участки были востребованы, и поэтому строительные организации, когда участвовали на аукционах при предоставлении под застройку площадки, на них возлагалось и снос этого аварийного жилья. На сегодняшний день программа у нас завершается этого года, поэтому почему и получилось так, что пока участки не востребованы, строительство пока немножечко приостанавливается, поэтому вот такая ситуация. Снос и демонтаж аварийных зданий осложняет расположение инженерных коммуникаций, проходящих по фасадам ветхих домов. Городская линия газоснабжения связывает между собой несколько жилых кварталов. Проведение работ по ее переносу не входит в зону компетенции органов местного самоуправления и требует согласования плана на высшем республиканском уровне. Сейчас работы по сносу и реконструкции инженерных коммуникаций ведутся параллельно. Однако проведение предварительных бюрократических процедур так или иначе влечет за собой задержку сроков окончания работ. А вот аварийной ситуацией становится тогда, когда в демонтаже сданных под снос строений начинают принимать участие люди, совершенно не имеющие должной профессиональной квалификации. Нерадивые горожане, желающие выдрать из стен все, что может пригодиться в хозяйстве или послужить для последующей перепродажи, появляются на месте опустевших квартир гораздо раньше специализированной бригады. Именно такое поведение и приводит к аварийной ситуации. Сейчас мы уже, конечно, управляющую компанию, те, чьи дома это были, мы немножко напрягаем, чтобы они охраняли, не то что охраняли, а как немножко наблюдали за этим делом. Поэтому ведь все-таки 83 дома по городу, сейчас 65 снесено, и это потихонечку будем тоже решать вопросы. Поэтому самое основное, чтобы люди, даже те, кто рядом живущие, смотрят, что уже, даже, может быть, чтобы сообщали нам, что вандализм такой идет по поводу разборки этих строений. К настоящему моменту демонтированы 8 аварийных домов. В ближайшее время данные участки будут освобождены от строительного мусора, и еще 11 домов будут снесены в течение этого строительного сезона. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Азамат Галин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.